Даже вот в новом уголовном кодексе появилась такая статья: уклонение родителей от исполнения обязанностей и уклонение детей от исполнения обязанностей. Всем привет! Сегодня мы записываем наш первый подкаст «Юристы в рамках закона». И мы долго думали над тем, как назвать этот подкаст, и пока мы решили, что этот подкаст будет называться нашей фирмой в рамках закона. Сегодня мы беседуем с коллегой моей, Ширин Каныбековой, побеседуем вдвоем на тему такую весьма деликатную, тему семейного права, счастье с браком или без. То есть бывает такое, что в нашей практике и в нашей даже в наших личных жизнях, да, бывали случаи, когда семейные споры все-таки упираются в какие-то правовые нормы. И поэтому очень важно знать, какие правила существуют и как мы можем в этой части быть полезны и обществу, и в целом людям, и, конечно, самим себе. Вот. Ширин, спасибо, что нашла время, и мы тут собрались, побеседуем на тему семейного права. Вот, как ты считаешь, вот в нашей практике юристов мы часто сталкиваемся с вот различными вопросами, связанными там с расторжением брака, с исканием алиментов, установлением отцовства и так далее. Как ты думаешь, где, кажется, что все-таки больше нужна юридическая поддержка, а где-то просвещение? В части регистрировать брак или нет, здесь, наверное, больше вопрос просвещения и вопрос добровольного такого, да, это же все-таки право регистрировать брак, не обязательство, но учитывая все преимущества зарегистрированного брака и к незарегистрированному браку, учитывая это, конечно же, проблемы же исходят из этого, и зачастую проблемы, например, взыскания алиментов, установления отцовства, деления имущества, исходят из того, что браки не регистрируют. И поэтому, чаще всего, конечно же, лично я, наверное, сталкивалась именно с проблемами алиментов, взыскания алиментов, потому что брак распадается, бывают ситуации, когда брак не был зарегистрирован, и в свидетельстве о рождении не был указан отец. Поэтому вот в части, да, и также бывают истории, связанные с разделом имущества, потому что, насколько всем известно, да, многим известно, что совместно нажитое имущество в браке, оно подлежит разделу. Да, поровну. Да, поровну. Да. Если брак зарегистрировать и при этом еще заключить соответствующее соглашение, можно предусмотреть все эти риски заранее и тем самым обеспечить безопасность супругам, как жене, так мужу. Да, да. Вообще правовая безопасность очень-очень, конечно, важна, и если не всегда она, конечно, справедлива, да, то есть, я имею в виду, что даже вот по разделу имущества, или там по взысканию алиментов, некоторые были такие случаи у меня в практике, когда мужчины не платили алименты, и то есть женщины подавали в суд на них по взысканию алиментов, они получали исполнительный лист, но все это делалось для того, чтобы потом лишить их родительских прав, потому что они на самом деле эти родительские права не исполняют. Они не платят алименты, они не оказывают никакой материальной и моральной поддержки детям, и, соответственно, злостное уклонение от неуплаты алиментов, от уплаты алиментов, оно является основанием для лишения родительских прав. А бывали и случаи, когда, например, некоторые мужчины тоже, опять-таки, да, не хочется, конечно, никаким там сексизмом заниматься, но все-таки чаще все-таки встречаются случаи, когда должники по алиментам — это мужчины. И тоже был такой кейс, когда, женщина хотела уже лишить родительских прав, то есть, но не через алименты в этот долгий путь. Она просто сказала: напиши заявление об отказе от родительских прав. И он назвал ей сумму определенную, да, то есть вот такая-то вот сумма. Еще покупают, да, то есть продают, индульгенция такая, да, то есть это тебе продажа какая-то, да, своих вот прав. То есть такие были случаи, оказывается, и они печальные.
Они печально, что вот так вот торгуются. Да, а вот если мы оттолкнемся от правовой безопасности и так далее, и с точки зрения желания не регистрировать брак, ну то есть в этом же тоже есть, послушаешь истории тех, кто не хочет регистрировать брак, и бывает так, что это здесь у них тоже есть своя логика, ну то есть тоже есть правовая безопасность, есть люди, которые не хотят регистрировать брак и ввиду своих различных причин, да, то есть это тоже имеет место. Да, есть и такие, ну, например, там чиновники, да, то есть если нужно же декларировать имущество в отношении своих супругов, да, а если ты как бы оформляешься не на супруга, не на супругу, соответственно, и декларировать не надо, и просто какой-то человек, с которым ты разделяешь кров и крышу, очень богатый на бумагах. Ну, я говорю про чиновников, которые такие, да, не на руку чистые и которые занимаются незаконным обогащением. Да, ну то есть я к тому, что это ок, если, например, два человека знают все последствия от совместной жизни без заключения брака и добровольно живут вместе, не заключая брак, то есть это как бы ок. Ну да, то есть преимущества и минусы там брака, да. А если говорить это там ввиду, когда там какое-то давление, там типа хватит того, что зарегистрирован брак на небесах там и так далее, если вследствие этих обстоятельств, то это ненормально. Если это два человека решили все, то это нормально. Да. Согласна. Тут еще вот такой момент, да, то, что если говорить о минусах того, что не зарегистрированный брак, это получается отцовство, ну, родительство в каком-то смысле, да, потому что выходит, что если дети родились не в юридическом браке, соответственно, нужно отдельно писать заявление об установлении отцовства. И, ну, материнство как бы редко устанавливается, но все-таки, да, по установлению отцовства оно должно быть в органах ЗАГСа, и если этой процедуры нету, то есть человек не пошел в ЗАГС в течение 30 дней после рождения ребенка и написал заявление, я себя признаю там отцом такого-то ребенка, то затем не получится с этого человека и алименты даже взыскать. Ну, потому что с кого ты будешь взыскивать, если юридически он даже не отец? Да. И вот, оказывается, такая проблема тоже существует. Вот когда обращались женщины из кризисных центров, у них вот две было, да, вот, ну, если так суммировать, да, запроса. Первое, что они хотят взыскать алименты с биологических отцов, у которых нету, ну, которые не считаются отцами вообще юридически. А вторая, это что вот они получили это решение, то есть исполнительный лист, либо решение суда, и оно не исполняется. Ну, о неисполняемых актах вообще говорить можно вечно. Конечно, да. А нашей такой глобальной проблеме взыскания алиментов, это вообще, наверное, мы поговорим отдельно. Да. Потому что это такая тема прям... Ну вот в целом вот по поводу уклонения прав и обязанностей родителей и детей, даже вот в новом уголовном кодексе появилась такая статья: уклонение родителей от исполнения обязанностей и уклонение детей от исполнения обязанностей, там штрафы от 20 до 50 тысяч сомов. Вот. И в целом, ну, интересно, что законодатель возвел это в рамки преступления, да, то есть это тоже интересно отслеживается какая-то госполитика или что, да, то есть потому что, видимо, так уже, это уже какой-то перевал, что перевалило, да, какая-то кризисную точку. Как думаешь, в первую очередь это из-за того, что очень много заявлений? Возможно, да. И это как-то будет более, не знаю, устрашать, да, например, должника, что вот, блин, мне еще судимость будет, да, то есть зачем мне эти проблемы, пойду-ка я и 2000 в месяц буду платить, потому что вот этот минимальный прожиточный минимум, исходя из него же выплачивают алименты. И, ну, то есть там иногда вообще очень маленькие суммы. Да, ну, например, в части алиментов вот, усиление ответственности, оно как выход из этой ситуации, или, ну, это один из... Да, хороший вопрос, да. Выход ли? То есть... Да, вряд ли выход, потому что это может еще больше же коррупционные, с одной стороны, отношения породить, да? То есть там цена вопроса станет выше, да, и как бы, ну, то есть интерес будет, ну, как бы пойти по не совсем правовому пути. Но бывают же такие случаи, некоторые просто не платят алименты на зло, да, вот бывают такие случаи, что вот
там, что подавилась, там, либо еще что-то. То есть вот я такие настроения тоже, когда слышу, и мне прям, ну, не хочется даже с такими людьми в одной комнате находиться, потому что вот это настолько вот, ну, показывает, да, какой человек есть, когда он вот так пренебрежительно относится к своим обязанностям, да, и, конечно, к своим детям. Да, это последствия обычно такого болезненного развода. Ну да, по-своему, да. Еще, кстати, есть такая норма интересная, я думаю, вряд ли, наверное, практикуется, взыскание алиментов на содержание бывшего супруга. Да. Многие, кстати, об этой норме не знают. Еще многие не знают про то, что там алименты можно начинать взыскивать до начала процесса развода. Да. То есть это такое... И разделить имущество тоже можно до завершения. Ну, то есть условно, да, допустим, до развода уже идет отсчет выплаты алиментов, и бывший супруг или супруга, который ухаживает за детьми, тоже имеет право на свое содержание выплачивать. Да. Еще вот супруг, который, если я ошибаюсь, там, который находился на попечении, да, другого супруга, и что он может взыскать в течение года после расторжения брака. Даже такая норма есть. И это вот прям интересно, кто такое взыскивает, да, ну, в плане, это действительно, то есть либо такая социально-экономическая ситуация человека вынуждает это сделать в поисках дохода, да, либо это тоже, мне кажется, элемент есть такого назло, да? Да. Еще есть такая интересная вещь, да, в законодательстве. Вообще все имеют право расторгнуть брак. Конечно, да. Не заставишь людей быть вместе юридически. Да, даже, прошла любовь, бывает, завяли помидоры. Да. Но есть ограничение прав. Одно у супруга в течение беременности супруги и в течение первого года жизни ребенка муж не имеет права подавать на развод. То есть тоже законодательством предусмотрена такая некая защита, некая гарантия. От стресса, да, женщины? Да, от стресса, да. И вообще, может быть, очень часто раньше были разводы именно во время беременности. Да, такой, ну все, ты теперь другая. Да, располневшая. Все, не люблю, да. Ну вот есть вот эта вот такая защита некая от этого, чтобы вот, ну, наверное, чтобы женщина, например, с лялечкой на улице не осталась. Ну, то есть интересная такая вещь. Да. По сути, условно говоря, у мужчин двухлетний запрет на развод, да? Как двухлетний, да, 12, 1 год и 9 месяцев. Да, это вот... У меня была такая история, то есть там муж хотел развестись с женой, которая вот, ну, типа, родила или что-то такое совсем недавно, и совсем не хотел, ну, то есть совсем не хотел уже жить, и бывает, оказывается, прям приезжает в ЗАГС, и как бы, а что мне нельзя, вот, ну, вот так. Да. И, конечно, тем более, если есть ребенок, закон же устанавливает, что только в судебном порядке развод, никакого там расторжения брака в ЗАГСе. Да. Пока дети несовершеннолетние. Пока дети несовершеннолетние, да. И нет спора по имуществу. По имуществу, да, если есть, например, соглашение. Ну вот если говорить про, там, была любовь, там, потом завяли помидоры, а есть же еще и тема такая, что вообще изначально все липа, да, в плане весь брак липа. Фиктивный брак? Да, фиктивный брак. Есть же и такая еще история, когда некоторые заключают брак для того, чтобы, ну, какие-то блага получить, да, какие-то сделки там заключить. У меня был, например, такой кейс, у меня знакомые, они заключили договор суррогатного материнства, предварительно они зарегистрировали свой брак. Вот. Хотя они как бы, ну, не состоят там в романтических отношениях, да, а все почему? Потому что закон устанавливает, что сторонами договора суррогатного материнства могут быть только законные супруги, и все. И, соответственно... Это тоже приравнивается к фиктивному браку. Ну как, если вот смотреть в суть, ну это же фиктивный брак, в плане того, что они... Фиктивный брак это же не про любовь, да, не только про любовь, но это еще про то, что люди хотят создать семью. А они настоящий брак. Настоящий брак.
да, а они как бы, получается, зарегистрировали брак для того, чтобы зарегистрировать договор суррогатного материнства, чтобы потом его расторгнуть, и ребенок остался только у одного человека, потому что человек, который второй, да, вступал, друг, да, в отношения эти, ну вот в этот брак, он там не хотел этого ребенка, да, то есть зачем мне это вот надо, да, я живу, кайфую. И, но это очень хотела вот другая. То есть они временный такой. Да, вот как бы дружба, да, вот это, ну, по-дружески попросили, по-дружески вот все это оформились. Да, ну, вообще законодательством предусмотрено прям четкое определение брака. То есть это с целью создания семьи. Да. А если с целью получения других любых благ, ребенка, денег, гражданства и так далее, это все приравнивается к фиктивному браку. Да, тема с гражданством действительно же многие, ну как многие, да, вот слышишь всякие истории, что там заморское гражданство получить, они там вступают в брак с иностранными гражданами, чтобы через какое-то время получить. А она же, если здесь у нас, да, у нас тоже законодательство предусматривает упрощенную процедуру для женщин получения гражданства. Вот, то есть если женщина гражданка иностранного государства, она может в упрощенном порядке получить. Но если наоборот, то есть если женщина хочет вступить в брак с гражданином иностранного государства, то у него никакого упрощенки не будет. То есть вот тоже интересная, да, логика у госполитики, что вот, мол, женщина, наверное, не останется тут, да, ну, то есть, а если у нее муж иностранец, а если жена иностранка, то, скорее всего, останется. Вот такая логика. Ну, да, интересная логика. Да, да. Еще вот тема получается вот с тем, что расторжение брака, взыскание алиментов, регистрация брака, вот эти все вещи, они еще перекликаются с наследством, да, то есть, ну, никто не застрахован от смерти, конечно, да, всякое может случиться, и получается, что люди, которые не зарегистрированы ни в юридическом браке, ни в зарегистрированном, если смерть наступает, они не становятся вот, они не в первой очереди наследников. Да. И это тоже вот очень важный момент, потому что бывает, люди не обращают на это внимания, живут душа в душу, а потом объявляются дети, да, которые давно уже не заботятся, и в конечном счете после открытия наследства они забирают все имущество. И как бы с одной стороны не берешься судить там, что справедливо, что несправедливо, но вот по крайней мере для этого человека, с которым жили, да, это может быть нечестно, но законно. Да, потому что в число семьи этот человек не входит. Да, и такие вещи, как семья, брак, когда дело доходит до суда, читается дословно. То есть как в законе предусмотрено, как в законе определено слово «семья», все дословно. То есть бывает так, что люди говорят, да, мы же были семьей, но семья — это когда... И даже в таких случаях, вот как в законе сказано, слово в слово, то есть зарегистрированный, официально зарегистрированный брак. Да. Это одно дело, а просто сожительство — это совсем другое дело. И, к сожалению, да, как ты сказала, там, наследники — это близкие родственники. Близкими родственниками, к сожалению, не является тот человек, с которым ты жил, с которым у тебя был роман. К сожалению, близкие родственники — это родственные связи, это жена, это муж от официально заключенного брака. Да, да. Такие дела, да, такие дела. Ну вот мы, получается, интересно, да, так поговорили на тему и алиментов, и отцовства, и наследства, и фиктивных браков, и да, практически все, да, по чуть-чуть вот так вот по чуть-чуть обсудили. Что-то, может быть, еще интересно будет нашим слушателям. О чем вы хотели сказать? О последствиях фиктивного брака. Да. Конечно, если, например, решили люди с целью получения каких-то благ заключить фиктивный брак, конечно, никто этих людей там не постучаться в дверь, там все, пошлите, все, идем в тюрьму садиться, да? То есть как таковых таких прям страшных последствий нету. Единственная заинтересованная сторона может подать в суд, и как последствие это признание брака недействительным. И от этого могут быть какие-то последствия, естественно, там какие-то... Ну, если дали гражданство, отзовут гражданство, да. То есть то, ради чего был заключен фиктивный брак, скорее всего, этому конец. Да, да.
Ты еще про... Да, вот про уголовное, кстати, тоже хотела момент сказать, что иногда вот фиктивный брак, в продолжении, да, темы, иногда фиктивный брак заключают для того, чтобы не быть свидетелями, не давать свидетельские показания в уголовном Да, деле. это интересно. Вот был тоже такой случай, один парень угнал машину и пригнал в гараж своей девушки. Вот. Но они не были в зарегистрированном браке, и вот, ну, он совершил преступление угона автотранспортного средства, ему светил срок. И, соответственно, единственный как бы свидетель этому, да, и вместе с вещдоком это вот она. И они взяли, зарегистрировали брак, когда он уже был в СИЗО. То есть вот такие дела. Во время следствия, но до судебных Да, разбирательств то есть решили... то есть она на первый допрос она там молчала, а потом, когда они зарегистрировали брак, она уже говорила, что «а я не могу давать и не могу свидетельствовать против своего супруга». Да. Вот Нашли выход. Нашли выход, да. Вообще же много таких всяких выходов. Ну, то есть в плане, как иногда семейное право, какие-то семейные вот вопросы в уголовных делах используют, да, в свою выгоду. Ну, тут что подсказать? Это же не запрещено, значит, окей. Но, например, некоторые женщины, которых осуждают за совершение преступления, они беременеют, чтобы отсрочить исполнение наказания. Да, Такое тоже у меня был такой кейс. Ну, вот. Прямо во время судебных разбирательств было у нее 3 маленьких детей. И к моменту вынесения приговора человек беременеет. И, естественно, ей грозил срок большой, но, естественно, приговор был смягчен. То есть находят люди такие выходы. Да, да. И тут, в принципе, а что тут скажешь, да? Ну не будешь же их там ругать за это. В плане, есть такая лазейка, да, есть и такой люди выход. пользуются этим. Почему бы и нет? Да. Всем понятно, например, вот в том же моем случае, всем участникам процесса было понятно. То есть когда прям буквально за 2-3 процесса до приговора, то есть до прения сторон, человек приносит справку о беременности, всем понятно, но никто ничего не может сделать, и было понятно, что это подсказал адвокат. Срочно беременеть, ну то есть, потому что она не знает об этом адвокат и говорит ей, ну все, потому что вначале они были уверены, что, возможно, они выиграют дело, но дело шло к тому, что все равно ее осудят, все равно дадут срок, и они уже не знали, что сделать, и судья вынес тогда приговор до достижения ребенком 14 лет. Да. Такой приговор обычно выносят. Да, и мой клиент сказал, ждать 14 лет, пока посадят. Ну, что сделаешь? Ну да. Ну и потом женщинам вообще еще не назначается пожизненное наказание. То есть, если уж так смотреть, в плане там, говорят же, там позитивная дискриминация, да, что женщины, например, у них нет уголовной ответственности за то, что они уклоняются от воинской службы. Или там нет вот пожизненного наказания, лишения свободы, да, имеется в виду. Ну, то есть вот разные грани, да, где опять-таки вот эта госполитика в части защиты там охраны материнства, да, там института брака, семьи, вот такие вот вещи, они, наверное, то есть вот эта вся госполитика прослеживается через вот такие нормы. Где защищаются права женщин, где устанавливаются определенные процедуры, да, для чтобы то есть как бы защитить эту группу населения более там в особенном каком-то смысле слова. Ну да, мне кажется, мы прям много так, Ширин, обсудили, и я надеюсь, у нас будут среди слушательниц и мужчины, и женщины, и поймут нас правильно, мужчины не обидятся. То есть мы на самом деле комментировали нормы закона, то есть нету такого, что мы там проявили какой-то, я надеюсь, мы не проявили какой-то там сексизм. Вот, ну, что можно добавить еще? Ну, если кто-то из наших слушателей хочет поговорить о чем-то, например, о семейных каких-то, может быть, личные истории какие-то обсудить, мы рады. Мы позовем вас в гости, обсудим. Да, обязательно. Так что да, в общем, спасибо вам, что вы дослушали наш подкаст до конца, досмотрели нас до конца. Надеюсь, вам было интересно. Сегодня беседовали юристы юридической фирмы «В рамках закона» Ширин Каныбекова и я, Фатима Якубаева. Спасибо большое за интерес. Это подкаст «Сила в праве». Да, это подкаст «Сила в праве».